Наряду с жестоким обращением к узникам концентрационных лагерей, социальным и культурным геноцидом, давлением и дискриминацией в отношении уйгуров и других мусульман, китайское правительство продолжает уничтожать религиозные и исторические памятники уйгурского региона. Согласно неофициальной информации, предоставленной Туркестан Пресс, по приказу Коммунистической партии Китая была разрушена воскресная мечеть поселка Джамаль-Терек Актуйского района провинции Артуш. Кроме этого, во многих исторических мечетях было запрещено проведение молитв. Опечатанные мечети открывают исключительно для китайских туристов и иностранцев. Большинство мечетей превратили в бары и кафе. Радио «Свободная Азия» сообщило, что на официальном сайте коллегии адвокатов национальной безопасности при Центральном правительстве Восточного Туркестана было объявлено о наборе свыше 2300 внештатных полицейских в регионы Корла и Черчен. 2000 из них будут нести службу в полицейских участках Корлы и 320 в Черчене. С тех пор, как коммунистический режим начал масштабные аресты уйгуров в 2017 году, в регионе последовательно увеличивается количество полицейских. В 2016 году в регионе было 90 тысяч полицейских. С тех пор количество правоохранителей увеличивается, так же, как и масштабы произвольных арестов. Вчера в социальных сетях уйгурская диаспора отметила День Допа. Допа, который обычно бывает квадратной или ромбообразной формы, является традиционным головным убором жителей Восточного Туркестана. Ежегодно 5 мая уйгуры отмечают этот праздник. До недавних пор День Допа отмечался и в Восточном Туркестане. Однако из-за давления и ассимиляции, проводимой Коммунистической партией Китая, уйгуры Восточного Туркестана были лишены своих прав и возможности самовыражения. Президент США обвинил Китай в том, что эпидемия коронавируса превратилась во всемирную пандемию, но отметил, что последний не производил этот вирус преднамеренно. В специальном интервью газете New York Post в овальном кабинете Дональд Трамп оценил вопрос эпидемии и внешнюю политику США. Отвечая на вопрос о том, приведет ли усиление напряженности к военной интервенции, Трамп сказал, что не хочет говорить о войне. Вы знаете, что несколько месяцев назад мы заключили торговое соглашение с Китаем. В ходе переговоров был заметен оптимизм обоих сторон. Но внезапно возникла эта эпидемия, заявил Трамп. Ирак изучает вопрос о покупке у Российской Федерации зенитно-ракетных систем С-400 на фоне опасений потерять военно-политическую поддержку со стороны США. Мы намерены закупить у России С-300 или С-400, чтобы защитить себя от нападения врагов и укрепить безопасность воздушного пространства, заявил президент Комиссии по безопасности и обороне иракского парламента Мухаммед Реза Аль-Хайдар.